Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке, на этот раз в городе Октябрьском. Октябрьский, пятый по величине город в Башкортостане, находится на западе республики в 180 километрах от Уфы, граничит с Туймазинским районом Башкортостана и с республикой Татарстан. Но в этом красивом и уютном городе есть и проблемы. Одна из них связана с долгостроем жилого комплекса «Весна». Он расположен в 38-м микрорайоне. В жилом комплексе «Весна» несколько лет назад застройщик не уложился в заявленные сроки. Дома передали другой компании. Однако жить в микрорайоне по-прежнему нельзя. Коммуникации не подведены, нет детского сада, школы, дорог. Дома так и не сдали дольщикам. В конце 2017 года была утверждена дорожная карта, по которой Октябрьский застройщик должен выкупить, зайти учредителем этого Су-4 Госстрой, она так организация называлась, и взять на себя все обязательства. С 2018 года они такое соглашение заключили, и вот с 2018 года вот в таком состоянии практически с сентября это стоит, но зато вот это вот было ноль, ничего не было, тех домов не было. Сейчас уже вот эти два дома, да? Вот эти два дома. Но самая проблема вот здесь в том, что комплексность. Если они не... Вот дом практически готов к сдаче, а выехать людям уже будет некуда. То есть обязанность была застройщика в комплексе все сделать. Освещение, тротуары, дороги. Понятно. А что ж застройщик, что он говорит? Кто? Вы застройщик, да? Все. Добрый день. Здравствуйте. И что, какие планы? Что будем с этим делать? Ради Фаритович, когда в 2017 году мы начали вот этот договор подписывать группа компании «Госстрой», я 70 миллионов своих средств в это строительство вложил. Сейчас степень готовности примерно чуть более 60% вот этого 18-го дома. И когда мы в сентябре 2018 года обратились к администрации, чтобы за детей-сирот получить деньги, оказалось, их уже в 2016 году эти деньги передали группе компании «Госстрой». И с этого начались у нас проблемы. Помощи никакой нету. Вот этот дом мы довели его примерно до 33% готовности. Застеклили полностью, крышу завершили. Но здесь степень готовности самая большая, близкая очень. Дома я строю по проектному финансированию, банк контролирует. Я не могу практически никуда средства вытащить оттуда. И из 420 квартир на данный момент, которые мы близятся к сдаче, только 8 квартир продано. Это все по проектному финансированию. Вчера тоже в банк вызывали, серьезный разговор состоялся. Я говорю, не идут у нас квартиры, потому что микрорайон мертвый. Но город маленький, уже все знают, что школы, садика не будет. В общем, проблемы сплошные пошли. Тут же у нас еще нефтяники буквально в октябре 2019 года пришли на публичные слушания, и предъявили то, что охранная зона от АЗС у нас не соблюдена, вот когда на въезде в город, заправка вот эта. И вот здесь 3 действующие скважины. Школа сразу отметается, все соцобъекты отметаются. Тупик полный стал. Не можем никакого совместного решения найти. Решение по социальным вопросам есть. Школа, земельный участок, рядом, практически соседний, мы его сейчас формируем. Детский сад тоже на свободном участке мы его формируем. Заявку мы подаем и начинаем проектировать большую школу на 800 мест и садик на 260. При этом освобождается земельный участок для строительства, где они могут строить дома. Поэтому здесь вопрос этот решаем. Какая позиция? Что будет делать? Надо, чтобы они достраивали дальше. Они должны. То есть это они должны достраивать? Да, они должны достраивать. У меня нет средств. Это бизнес, они перекупили бизнес, он должен быть. Тут единственное, что у нас Госстрой на 112 миллионов, да, по-моему. Было на 120, мы 27 вернули, 100 осталось. То есть он должен ему Госстрою, а квартира сейчас в залоге находится. То есть они готовы эти квартиры освободить от залога, но он должен пообещать, дать гарантии, что он эти деньги вернет через год, через 2, они готовы. Вот он не хочет давать такую гарантию.
Тот дом уже сдан, да? Вот дальний. Нет. Он тоже по проектному финансированию, там тоже еще ни одна квартира не продана. Ну, до сентября, если мы там не продадим что-нибудь, тоже у банка начнутся, ну, вопросы уже к нам. Ну и что делать, что предлагаете вы делать? Вот эти 110 миллионов, которые можно, ну, человек, если он дает гарантию, то есть сразу он может, вы же сами сказали, я квартиру могу продавать, пустить на строительство этого дома. Правильно? Это Да. вот думаю. Что мне нужно делать? Ну, какая им гарантия нужна? Я тоже, Ну, Федорович, вот не если могу понять. я вам даю деньги, вы должны мне дать свою гарантию, что вы мне деньги вернете. Просто простым языком говоря. Понимаю. Ну, навстречу ведь у нас нету никакого решения, даже с администрацией, никаких встречных шагов. Я даже не знаю, как это. Ну, это не совсем правда. Все вот условия, которые перед администрацией ставились, мы все абсолютно выполнили. Они просили дорогу. Вот дорога проходит, трасса рядом. В этом году она закончится. Республика выделенных средств. Был вопрос по дополнительному земельному участку под стоянку. Стоянку мы дали. Не продавать земли не продавали. Практически все вопросы решили. И дальше готовы идти навстречу, дальше решать, лишь бы решить вопросы с дольщиком. Николаевич, ну для этих домов нету стоянки. Что вы хотели сказать? От имени Дольчев хотел бы это отметить. Мы долго разбирались, вникали в ситуацию. Застройщик несколько вводит в заблуждение. Вообще изначально, я буквально 5 минут зайду. Изначально, когда данный микрорайон был отдан Госстрою, ну, структурам Бадикова, была арендная плата, по-моему, 20 миллионов в год, потом ее понизили. И сейчас у нас силовые структуры делают упор на то, что якобы незаконно была понижена арендная плата. Но в договоре на комплексное обслуживание было четко заложено, что застройщик обязан построить все внутриквартальные дороги, освещение, благоустройство, ливневки и так далее и тому подобное. Все это было сделано. Когда на сделку выходил Госстрой и структура Роллстроя, по документам все вот эти участки, вот эти вокруг себя передавались по цене от 100 до 200 тысяч рублей. За право аренды передавалось. Это по документам. А фактически сделка была заключена на 120 миллионов. То есть они озвучили по документам, это 20 участков, получается 4 миллиона, а по факту сделка была 120 миллионов. Они какую-то предоплату копеечную сделали, за копейки вот эти на свои аффилированные структуры разбили на 4 фирмы. Это Горизонт, Подряд, СК Роллстрой и Су-5. Разбили. Уфимский застройщик, понимая, что гарантии возврата какие-то должны быть, они просили залог. Они что делают? Они вот с этих двух домов 65 квартир оформляют на свою фирму ООО АН Роллстрой. И эти квартиры отдают в залог. Проходит год. 29 марта 2019 года было совещание под председателем Ахмадуллина. Все сказали, что 15 апреля начнется строительство. 15 апреля строительство не началось, и тут уже подошел год отсрочки, который дал прежний собственник Роллстрой рассчитаться. Фактически они должны были за свой счет рассчитаться за приобретенное право аренды. Если мы посмотрим вокруг, на участках активно строятся дома. То есть люди строят дома, продают, получают прибыль, но по своим долгам вот эти 100 миллионов не рассчитываются. Они что делают? Они вот эти 65 заложенных квартир отдали Башавтотрансу, структурам Бадикова. Все. Векселя были погашены, которые ранее были выданы. На сегодняшний день человек говорит, что он вложил собственные деньги. Он не вложил собственные деньги. Если мы посчитаем, право аренды каждого участка рыночное, фактическое, была в районе 5 миллионов рублей. То есть, если его структуры получили 20 участков, вот за эти 20 участков они рассчитываются, они же их осваивают. Плюс к этому, сейчас, вот смотрите, вот один дом готовится к сдаче, асфальтирован посюда, а все внутриквартальные дороги строить отказываются. Почему? Потому что была продана сама компания Су-4, им же была продана. Они в этой компании Су-4 оставили все неликвидные участки. Это внутриквартальные дороги, 107 тысяч квадратных метров, при площади микрорайона 252 тысячи, 107 тысяч это дороги. Дальше, здесь и в той части 2 треугольных участка неликвидные, и под 3 объекта должны были построить школы и садики. Ну так сейчас переиграли, они эти объекты остались. И на сегодняшний день, это мало того, что это вот первый момент, да, сейчас мы получим не проблему 160 дольщиков, мы получим проблему, что вот эти поштучно дома сдадутся, а школы и садики, я насколько понял, проектируются ближе к дороге на 2 участках. И вот эти, дети вот с этих 2 домов, которые строятся все вдоль дороги.
Московский проспект город построил, и они делают хитро, строят дома, чтобы выскочить на этот проспект, а остальное ничего не строить. И фактически город, арендная плата одного земельного участка порядка 79 тысяч в год. То есть бюджет ничего не получает, а город отдал эти земельные участки дешево. Почему? Предполагая, что застройщик за свой счет возведет эти все перечисленные работы. Сейчас что получается? Бюджет копейки получил, вот этот застройщик правом аренды дешевым воспользовался. На сегодняшний день они платят в районе 80 тысяч, от 80 до 100 тысяч права аренды. Тогда как в городе 3, 4, 5 миллионов участки были. Но они как подключение там рядом было. А здесь застройщику было вменено, что он должен все это построить. И на сегодняшний день это вот вторая махинация, которая сейчас происходит. И мы получим проблему, что вот эти дома поштучно будут построены, и микрорайон станет вообще без коммуникаций. В бюджете на строительство этих вещей денег нет, ничего нет. Это будет вторая большая проблема. И здесь решить эту проблему можно очень легко. Вот эти фирмы, которые получили право аренды, они же не отрицают, сделка была на 120 миллионов. Вот пусть каждый сюда вернет долг в виде строительно-монтажных работ. Вот в этом доме квартиры все распроданы практически. Фирма прибыль получила, она фактически должна рассчитаться же за фактическую стоимость права аренды. Вот и все. Решение проблем на поверхности. А насчет того, что мы слышали, нам говорили, что личное поручительство, если человек планирует все это добросовестно исполнить, он, естественно, даст личное поручительство. Поэтому, Фаридович, решение проблем, оно на поверхности, все знают прекрасно. Давайте так, сейчас не будем разбираться. Вы на субботу на 10 часов собираете ко мне. В субботу подъезжайте ко мне, вызывайте Колунова. Я приглашу прокурора, Следственный комитет. И тогда в субботу в 10 часов. Мне вот это надоело, вы мне уже полгода об этом рассказываете. Будем принимать решение. Договорились так? Все. Значит, вы тогда подъезжайте в субботу ко мне на совещание в 10 часов. Договорились? А вы потом расскажете обо всем. Все тогда. Еще одна проблема в Октябрьском – протекает кровля над зданием музыкального колледжа. Из-за этого разрушается фасад. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Октябрьскому побывал и на этом объекте. Я каждый раз, когда приезжаю, говорю, такое красивое здание. Но его надо отремонтировать. Ну, конечно, вот это однозначно сохранять надо. Тут перекрытия какие, деревянные или бетонные? Нет, здесь это нормально, да? То есть, да, в принципе, как бы основа, конструкция Основа нормальная. Здание хорошее, крепкое, но вот это вот все, оно течет изнутри. И здесь крыша проблемная, изначально была скрыта. плюс объект культурного наследия, поэтому, как говорится, особенности при проектировании. Ну, зайдем, нет? Да, конечно. Вот показать это. 53-м, да? Да, это дом техники был, не А сейчас что здесь находится? Музыкальный колледж. Вот, Прям весь колледж, да? директор, да? У вас одно здание? Да. Сколько учащихся? 159. Как акустика здесь? Очень хорошая. Серьезно, да? Да, акустика здесь. Ну, то есть она изначально... Да, акустика у нас очень хорошая. Можно петь без микрофонов. Даже. Да. Зал очень похож на зал филармонии. Рояль в прошлом году купили. Тоже хотел сказать, да. Хороший Бехштейн, все. Здесь классические концерты, пианисты сюда приезжают. То есть Вчера А вот только был получается, вот эти помещения вспомогательные сделали как учебная аудитория, да? Здесь был дом техники, то есть это был дворец культуры. А сколько И- он площади примерно квадратных метров? Больше Больше 500. 5000. 5134 где-то. И сделали реставрацию, реконструкцию, вернее. И большие помещения, которые были раньше библиотекой, малыми залами, сделали под классы. А вот ваши выпускники, они потом как? Вот идут в институт искусств, да, или как? Или уже на работу? к нам идут. Ришат Тухатуллин, наш выпускник, певец. Это Когда последний раз здесь капремонт был? у нас были частичные Не было, да? ремонты. Полноценного Всё капремонта было. не было вообще. Хорошо, вот я, собственно, и приехал. Тогда мы что делаем? Что с проектной документацией? На экспертизе. На экспертизе. Проектная на экспертизе. Так, примерно какая сумма там? Вместе с оборудованием, то есть это фортепиано, это столы, это стулья, оборудование Кресла для... все, да? Да, вот здесь это вот замена. кресло, да. 350. 350, да? Назарову поручение там представить предложение по, соответственно, по финансированию, по капремонту.
Ладно. Я с ним сегодня еще, там, сегодня-завтра переговорю, мы соберемся тогда. Ну, безусловно, надо делать, конечно. Да, уже протекает. Но это самый главный зал, наш 530 мест. В Октябрьском больше нет. нету. Все мероприятия. Серьезно? Да. То есть и городские мероприятия? Да, Вон здесь. даже как. То есть вот ваш ключевой зал. Наш да. ключевой. Единственный. Вот отчет главы где проходит? Вот здесь. Вот здесь проходит, да? Ну и плюс концерты. кажется. 8 марта, там. Должны Ну, выступать проект-то на хороший сцене. сделали, нет? Ну, как стараюсь положено. учесть Да. все. Там еще, То есть потому прям что, по максимуму, да? объект культурного наследия, вот это тоже вот немного было усложнение. Внимание, Историко-культурная экспертиза обратите, тоже люстра в будет единственном экземпляре уникальная. Спецзаказ. Выпускники Строгановки делали. Ну, здесь очень проблемная кровля. Там Многоуровневая. сложная крыша, наверное, Да. сложная крыша. 3, 2 и 4. Она Парапеты. Железо, да? Железо сейчас, да, но оно проходит снаружи. Ну, Имеется профнастил. профнастил у нас часть По железа. проекту что поставить? Железо. Железо поставить, Железо да? обязательно. Да, железо. Красота какая вообще. Уникальное здание для республики. Таких зданий у нас Абсолютно здесь нет. согласен. Это Да. не только для города. Да. для Эстонии. Акустический, вот так, то, что рассчитали, акустический зал сделали, это тоже Вот это и малые залы, хороший. наверное, какие-то есть, да? Малые есть, да, на 3-м этаже у нас 2 зала Тут сколько? есть. 3 этажа, да? Вот в этой части здания, вот мы сейчас находимся с вами в двухэтажной части здания, фасадная часть четырехэтажная, и, скажем, та, которая выходит у нас в парк, это трехэтажное здание. То, что разные уровни. Алексей Николаевич, будем делать. Спасибо. Хорошие были проектировщики этого здания. Братья Веснины делали, они как раз скажем так, имели отношение к Ле Корбюзье, это ленинградская фирма, вот. А строили пленные немцы. Строили очень добротно, на века. Стены вот такие, наверное. Да, да. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Там план какой, Алексей? Либо пристрой сделать, или же все-таки переместить на больничный городок. Вторая поликлиника есть, она уже в более таком типовом здании. Не 50-х годов постройки, чуть позже. В этом году коллеги выиграли конкурс, вы вручали приз по ревизии, они одно из призовых мест заняли. А по плану модернизации мы, конечно, заложили объект для них новый, с учетом населения, модернизации приличного звена. Будем сейчас ждать тогда решения. Вообще, вот тот, кто город проектировал, мудрый, но очень красиво спроектировал. Я каждый раз Октябрьским восхищаюсь. Значит, это оборот организации, мы уже подбираемся к 100 миллиардам общего объема, поэтому в этом году рост был 102%. Но вот январь этого года уже показал рост 22,3%. Надеемся, что мы в этом году Хотя бы в среднереспубликанской достигли. среднереспубликанской мы должны осилить. Строительство потихоньку мы прирастаем. Вот 53-55 было в этом году, сдали 56. Но стоит большая задача у нас. Сейчас же национальный проект резко увеличивать строительство. Поэтому мы распределили земельные участки, это около 780 земельных участков. И еще 800 в этом году распределим, это льготные, бесплатные. Ну и, конечно, встает вопрос с коммуникацией. Обманутые дочки — это только вот бывший гастрой или еще что-то есть у вас? Или все? Там 14 человек считается, вот что Марат Федорович говорил, 14 человек. Это другая история. Больше Так. нет. Ну, то есть, все, вот это мы вместе наведем, а вы тема- дальше строите. Потому что темпы сейчас слабые, конечно. Надо, иначе мы же за счет Уфы все не решим. Вы Да, должны у нас подключаться. этот год уже задача 73. Вот отлично, да. Да, поэтому вот этот микрорайон, плюс там у нас еще есть строящиеся большие дома. Малое предпринимательство рос или что у вас? Вот, Малое предпринимательство, ну, у нас по абсолютным показателям мы где-то в 4-5 в республике, это на 10 тысяч населения, 324, 640 у нас зарегистрировалось в этом году, это рост. Поэтому, ну, потребительский рынок всегда у нас был впереди. У нас инвестиции по прошлому году сколько было? инвестиции 2. Последней цифры еще нет, пока вот за январь-сентябрь 1 600 000 000. А в Ну, я процентах думаю, это что- в процентах 109 было, да? Да.
По врачам у нас динамика положительная. Максим, по врачам у них хорошая динамика, нет? Здесь ситуация довольно хорошая. Есть и крупный стационар. Есть еще мы начали реализовывать проект государственно-частного партнерства. Подписали соглашение об открытии сосудистого центра. В этом году отдали 5 квартир врачам. И плюс мы запустили 2 преференции. Это найм, 50% мы им компенсируем. И оплачиваем ординатуру. Вот в этом году уже 34 тысячи. Тогда, получается, по этому году в этом году завершаем ремонт и реконструкцию больницы. В этом году, да? Тогда давайте, вот когда завершите, меня пригласите, я с удовольствием приду. Тоже начинал я эту историю. И, значит, договорились по музыкальной школе. Поручение мы оформляем уже. И давайте посмотрим, бюджет посчитаем. Если не в этом, то в следующем году точно найдем и будем. Там юбилей никакого у вас впереди не планируется у города? Как раз Когда? следующий год. Следующий год, да? Лет. Подготовьте письмо, подготовьте решение необходимое. И это отдельно давайте посмотрим. Именно все 75 лет это юбилей, который надо отмечать. Да. Да, и город многое делает. Я поддержу в этой связи. Рафаэль, хотел бы обозначить еще несколько вопросов. Говоря об увеличении выхода строительства жилья, частный сектор. У нас вот эти микрорайоны, один Радужный называется, 380 участков. Мы подвели туда уже электричество, газ подвели, воду внутрянку подвели. Нужно внешние сети. А что именно? Водовод. Водовод Да, нужен. водовод. А он будет не только на этот микрорайон, он будет на микрорайон, там 1500 участков. Проект есть, положительное заключение есть. Большая сумма? Большая сумма? 50 миллионов. Беляева для внесения предложений скажите, посмотрим. И, ну и плюс на отсыпку дорог вы каждый год получаете, да, и все это делаете, да? Вот именно вот на эти микрорайоны, наверное, идет, да? В этом году мы получили 15 миллионов на микрорайон, который уже люди живут. На этот микрорайон. Сколько лет они дорогу ждали? Лет 6. Лет 6, да? Вот теперь вы отсыпали. Теперь мы отсыпали, все там круглогодичный проезд. Хорошо, мы это сделаем. С этим я уже говорил. Да. По благоустройству у вас все готово. Торги провели, то есть вот сейчас вот дворики, подъезды, все, вы в графике идете, да? Мы в графике, да. Сейчас в план график разместили. Торги будут там общие где-то. А вот было предложение Сарапулова, здесь у вас еще один небольшой парк, где-то вот пустырь у вас есть, она хотела сделать. Это в каком состоянии? В состоянии проектирования. Проектирование, да? В этом году мы, вот по желанию жителей, нам выделили 37 миллионов, мы составили проект, с ним подходили. По желанию жителей мы в 2 микрорайонах пришкольные делаем, ну, такие скверики хорошие, где дети могут, где можно спортом заниматься. Вы в Октябрьском уже не первый раз уделяете внимание этому городу. Ну, так получилось, вот, когда я начал работать, Белебей и Октябрьский были первыми городами, куда я приезжал и давал определенные поручения. Вот сейчас мне хотелось посмотреть, как они исполняются. Ну и есть тут очень серьезные проблемы с обманутыми дольщиками, поэтому мы с главой договорились, что вместе отработаем. И поэтому вот мне хотелось посмотреть на месте, что с этим происходит. Ну, в субботу будем уже принимать такие содержательные решения, потому что я для себя принял, что решение такое, здесь все-таки речь идет не о какой-то объективной ситуации, ну, просто все-таки... Мне кажется, нужно да, какое-то мое веское слово, которое я в субботу, в общем-то, сделаю. Вот. Ну и плюс с прошлого поручения оно так вяло текущее идет. В принципе, главе спасибо, они проект разработали, это здание музыкальной школы. Поэтому вот сейчас мы уже окончательно принимаем решение, надо его делать, потому что это действительно уникальный, красивый объект. Но в целом, я говорю, в город заезжаешь, всегда радуешься за Октябрьск. Поэтому иногда не только плохое же видите, и хорошее. Спасибо.